Эфир Абхазского телевидения продолжает русская служба новостей. Здравствуйте. Сегодня в выпуске. Социально значимые вопросы. Утвержден состав комиссии по текущей госпрограмме жилища. Семьям добровольцев, погибших в ДНР, назначены единовременные выплаты и пособия. Мастер-классы и лектории. Международный образовательно-туристический форум «Горизонты-2023» продолжает работу. Поддержка предпринимательства. Стартовала программа Министерства экономики по поддержке малого и среднего бизнеса. На ее реализацию выделено 50 миллионов рублей. Президент Абхазии Аслан Бжаня провел совещание с главами районов и городов республики. На повестке актуальные вопросы социально-экономической жизни страны и итоги работы за первый квартал текущего года. В совещании приняли участие вице-президент Бадра Гумба, премьер-министр Александр Анкваб, спикер парламента Лаша Ашуба, руководитель администрации президента Джансух Нанба, вице-премьеры Беслан Джопо и Владимир Делба. Апхепе акпе квартал хазуштом мепусит мюаст убри мюасыз квартал агана хала усурашцо район квартал ахадасфер друвати бзеена атагла заша убри анпе усура халагу. А регламент шоков друвает 10 минут на одного руководителя. Это первый вопрос подведения итогов первого квартала 2023 года. Потом в рамках второго вопроса «Разное» тоже кое-что из актуальных проблем обсудим. Расширенный репортаж совещания смотрите в нашей программе 28 апреля. В этом году на мероприятие по развитию государственного языка будет выделено 5 миллионов рублей. Правительство также утвердило целевую программу по разграничению морских пространств и государственные квоты на 2023 год на хранение и ввоз наркотических средств и психотропных веществ. Какие еще вопросы были рассмотрены на заседании Кабинета министров, расскажет Гугут Саварданию. В начале заседания Кабмин одобрил отчет министра социального обеспечения и демографической политики Руслана Аджба о реализации межведомственной программы развития демографии за 2022 год. В рамках программы единовременные денежные выплаты в размере 100 тысяч рублей получили семьи, постоянно проживающие на территории Абхазии. Из рассмотренных заявлений в отношении 362 было принято положительное решение об осуществлении единовременной выплаты, из которых 3 семьям было выделено по 200 тысяч рублей в связи с рождением двойни. Таким образом, в 2022 году выплаты осуществлены за рождение 365 детей, из которых мужского пола 193, женского 172. На общую сумму 36 миллионов 500 тысяч рублей. Кабинет министров одобрил итоговый отчет о выполнении целевой программы «Жилище-2022». В прошлом году комиссия рассмотрела 94 заявления. В реестр по предоставлению финансовой помощи для приобретения жилплощади был включен 51 человек. Бюджетные расходы на реализацию программы составили 40 миллионов рублей. Всего одобрено 155 заявлений. Программой также установлены размеры, то есть на заявителя 500 тысяч рублей плюс 100 тысяч рублей на каждого члена семьи, но не более 1 миллиона одному заявителю. В принципе, те лица, которые не успели приобрести на 1 января 2023 года, им оказываем помощь уже в 2023 году, и уже 6 семей в 2023 году также приобрели. То есть, таким образом, получается, что 145 семей уже приобрели, 10 семей пока еще в поисках жилья. Также Кабмин утвердил персональный состав распределительной комиссии по госпрограмме «Жилище-2023-2025». Объемы финансирования на эту программу увеличены. Указом президента предыдущие 3 года на каждый год предусматривали 40 миллионов рублей, то на 23, 24, 25 год предусматривается уже по 60 миллионов рублей, то есть 180 миллионов рублей на 3 года. Также увеличили размеры финансовой помощи. То есть, если на заявителя было 500 тысяч и 100 тысяч на каждого члена семьи и не более 1 миллиона, то
На этот раз уже 700 тысяч рублей на заявителя и плюс 100 тысяч рублей на каждого члена семьи и не более 1 миллиона 200 тысяч рублей. Семьям добровольцев Дмитрия Торгашова и Беслана Липартия, погибших в ДНР, назначены единовременные выплаты. Беслан Липартия погиб во время несения боевого дежурства. Его семье выделят 500 тысяч рублей. Семье Торгашова выплатят 1 миллион рублей. Кроме того, семье добровольца Адама Лагвилава со дня его гибели в ходе боевых действий в ДНР назначено ежемесячное пособие в размере 10 тысяч рублей на каждого ребенка. Пособие будет выплачиваться до достижения ими 18 лет. Правительство установило государственные квоты на 2023 год на хранение и ввоз наркотических средств и психотропных веществ. Также утвержден отчет об исполнении плана госзаказа на издание художественной и иной литературы в 2022 году Абхазского государственного издательства. На заседании утвердили и тематический план госзаказа на издание художественной и иной литературы в 2023 году. Планируется издать 220 авторских листов. В этом году на мероприятие по развитию государственного языка будет выделено 5 миллионов рублей. Эти средства направят на создание курсов ускоренного обучения абхазскому языку, перевод официальной документации. Планируется выпуск говорящей азбуки для самых маленьких, аудиокниг, дубляж мультфильмов и художественных фильмов, издание сборников стихотворений для детей. В рамках заседания начальник госуправления по языковой политике Гунда Квициния коснулась и закона о рекламе. Квициния отметила, что большинство названий различных заведений и мест, например, в столице, в основном на русском и английском языках. И лишь изредка можно встретить вывеску на абхазском языке. Хара специалист хаму по рекламе гана хела дукахцен зигизик тхна акала кхадара рахкя ател хасид ирубас ха на парламента че уже ариашра калар галита дзыргара закон яхинза вайер боб урус бзшали дача бзшакали и анбанкуи хамзароб апсу бзшаста. Кабмин Абхазии утвердил ведомственную среднесрочную целевую программу разработка и внедрения системы определения общего допустимого улова для основных промысловых рыб в абхазской акватории Черного моря. Программа позволит предоставлять материалы по ОДУ в научно обоснованном виде как для Кабинета министров, так и для межправительственной комиссии и повысить эффективность рационального использования рыбных ресурсов Абхазии. Очень много вопросов, которые адресуются научному сообществу. И не всегда возможно получить ответы, потому что в любом случае эта сфера требует к себе особого отношения, подготовки специалистов в этой сфере. Например, в прошлом году было поймано 60 тысяч тонн рыбы, в этом году в 10 раз меньше. И возникает естественный вопрос, что происходит с рыбными запасами в акватории Черного моря. Каковы тенденции, на что нам можно рассчитывать и какие прогнозы могут быть. Ответ на этот вопрос, естественно, может быть дан только с научной точки зрения, который основан на методических разработках. Правительство также утвердило целевую программу по разграничению морских пространств в рамках Абхазо-Российской межправительственной комиссии по делимитации и демаркации государственной границы. У нас между Абхазией и Российской Федерацией нет каких-либо сложных проблем, связанных с делимитацией морских пространств. Но при этом следует учесть, что этот вопрос привлекает к себе достаточно пристальное внимание. Поэтому все, что делается в этом направлении, требует тщательного, тонко выверенного с методической точки зрения работ, подходов и оценок. Именно по этой причине была предложена эта среднесрочная целевая программа, в рамках которой будет приобретено необходимое оборудование, разработаны методы, собран необходимый материал. Срок этой программы с 23 по 27 год. Объем финансирования на этот период составляет 7 миллионов 500 тысяч, по 1,5 миллиона в год.
Члены правительства также рассмотрели постановление о приватизации дома отдыха «Псоу», расположенном в поселке Цандрипш Гагарского района. Данный объект в 2016 году был выставлен на продажу со стартовой ценой в 61 миллион рублей. Однако победившая в конкурсе сторона не смогла своевременно внести оплату. Таким образом, итоги конкурса были аннулированы. После того, как было аннулировано, итоги конкурсов, Госкомитет в 2019 году сдал этот объект в аренду. После этого вторая сторона, которая не победила в этом конкурсе, они подали в суд. Арбитражный суд решил, что сделка не состоялась, арендный договор нужно аннулировать и понудить Госкомитет, именно такая фраза в решении суда, понудить Госкомитет провести повторную приватизацию данного объекта. Провели повторную оценку оценочная комиссия, и сегодня предлагается стартовая цена для конкурса в 150 миллионов рублей. В послевоенные годы правдами и неправдами были заняты государственные объекты. До сих пор те люди, которые работают в этих объектах, считают это своей собственностью. До 2001 года, хочу проинформировать вас, например, в городе Гагра было курортное управление. В подчинении этого управления было 47 объектов. У государства сейчас не осталось ничего. Еще раз подчеркиваю, я не конкретно по этому вопросу. Я даже не знаю, кто между собой спорит. Но такого рода решения и до Беслана Сергеевича, и так до, они принимаются как само собой разумеется. Конечно, не могу не отметить, что особенно с 2014 по 2020 год, наверное, это был самым урожайным годом по приватизации государственной собственности, что не может не вызывать определенного рода озабоченность. Те объекты, которые были построены на территории Абхазии, на территории Абхазской ССР после развала Союза, безусловно, являлись народным достоянием. Но те или иные люди по тем или иным причинам либо им было передано комитетом по туризму, либо было занято. Вот. Я к чему говорю? Потому что вопрос о приватизации, он как бы само собой разумеющийся. Там уже есть хозяева 30 лет. 500 миллионов рублей. Оценщики оценили в 150, но это неверно. Это не значит, что продажа такая. Они же не говорят, что продать надо. Они говорят, просто оценивают. Это мало ли что они говорят. Нам надо с этим еще разобраться. У нас много оценочных организаций разных. При всем уважении к ним, очень часто их оценки не устраивает государство. Всего-навсего. Вот это нам надо иметь в виду. В ходе обсуждения была утверждена новая стартовая цена для конкурса – 500 миллионов рублей. Гугут Савардани, Алексей Баструков, Абхазское телевидение. В результате сердечного приступа. Спикер Народного собрания Лаша Ашуба представил аппарату уполномоченного по правам человека нового омбудсмена Анас Кишмария, которая была избрана на эту должность на сессии Народного собрания. Анас Кишмария сменила в должности Асиду Шакрыл. Репортаж Азина Ханакова. Открывая встречу с коллективом аппарата уполномоченного по правам человека в Абхазии, спикер парламента Лаша Ашуба поблагодарил за проделанную 5-летнюю работу предыдущего омбудсмена Асиду Шакрыл и всех сотрудников. Было сделано очень много для этого института. В ваш период было его фактически становление, была сформирована профессиональная команда из молодых современных людей, которые ежедневно выполняют работу, на основе которых составляется отчеты, итоговый отчет уполномоченного по правам человека. Спасибо вам за организацию, становление этого института в Абхазии. Спасибо всей вашей команде, Асида Георгиевна, за помощь в защите прав наших граждан прежде всего. Асида Шакрыл награждена почетной грамотой Народного собрания. Грамоту вручил экс-омбудсмену Лаша Ашуба. Народное собрание, парламент Республики Абхазия постановляет
за вклад в обеспечение соблюдения и защиты прав, свобод и законных интересов граждан в Республике Абхазия, наградить почетной грамотой Народного собрания парламента Республики Абхазия Шакрыл Асиду Георгиевну. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия. Спикер Народного собрания парламента Республики Абхазия Ашуба Лаша Нузарович. Асида Шакрыл поблагодарила свой бывший коллектив за совместную работу и пожелала удачи новому уполномоченному по правам человека Анас Кишмаря. Закончился мой 5-летний срок. Я благодарю всех моих сотрудников и всех, кто помогал становлению этого офиса. Благодарю каждого человека, кто сопереживал. Я надеюсь, что офис уполномоченного в будущем будет только развиваться, укрепляться. Я желаю, чтобы в сотрудничестве с аппаратом уполномоченного, чтобы у вас все удалось. Мы всегда будем помогать этому офису. Я имею в виду такое правозащитное сообщество, которое уже сложилось в Абхазии на протяжении 20-летий. Представляя нового уполномоченного по правам человека, спикер парламента отметил ее ответственность и сильный характер. Лаша Ашуба выразил надежду на то, что традиции, заложенные основоположниками данного института, будут продолжены и приумножены. Действительно, борьба за права человека в республике, не только в Республике Абхазия, но и по всему миру, это непростая борьба, это каждодневная, скрупулезная работа с людьми, постоянное, участие в сложных процессах и ситуациях, в том числе и возможности личных сложных отношений с государственными органами власти. Но эта работа очень важна для государства. Я уверен и убежден в том, что, учитывая то, что вы человек ответственный, человек со стержнем, я думаю, вы с этой работой справитесь. В свою же очередь Анас Кишмаря поблагодарила спикера и депутатов за оказанное доверие. Это действительно очень ответственная должность, которая сопряжена с коммуникацией и возможностью взаимодействия со всеми государственными институтами, которые работают в Республике Абхазия. Я очень надеюсь и рассчитываю, что в лице вас и ваших коллег я найду понимание для долгосрочного сотрудничества. У нас впереди много большой работы. Республика Абхазия является зоной, где уважают, чтят права и свободы человека. И я надеюсь, что мы в дальнейшем только будем развивать этот институт. Уполномоченный по правам человека в Абхазии следит за обеспечением прав и свобод человека и гражданина на территории республики, принимает меры по предотвращению нарушений, а также по содействию в восстановлении нарушенных прав человека и гражданина, содействует приведению законодательства о правах и свободах в соответствии с Конституцией и общепризнанными принципами и нормами международного права. Шазина Ханагуа, Алексей Гухава, Абхазское телевидение. 27 апреля отмечается День российского парламентаризма. Спикер парламента Абхазии Лаша Ашуба поздравил руководителей палат Федерального собрания России с праздником. Лаша Ашуба выразил уверенность, что взаимодействие парламента в Абхазии и России будет способствовать дальнейшему совершенствованию правовой базы сотрудничества между странами. Спикер пожелал членам Совета Федерации и депутатам Государственной Думы плодотворной работы и успехов в достижении всех намеченных целей. В связи с обращением общественной организации «Абхазское народное движение» в Общественную палату с предложением обсудить законопроект о регулировании правового статуса апарт-отелей и апартаментов, 25 апреля состоялась расширенная рабочая встреча 3 профильных комиссий палаты по обороне, национальной безопасности и противодействию коррупции, по экономическому развитию, поддержке предпринимательства и по государственному строительству, местному самоуправлению и организации общественного диалога. 26 апреля обсуждение продолжилось с участием представителей АНД Умара Смыр и юриста-эксперта Саида Гизердава. По итогам встречи была достигнута договоренность о представлении их комментариев к проекту закона о регулировании правового статуса апарт-отелей и апартаментов для дальнейшего рассмотрения членами Общественной палаты. 27 апреля на площадке Общественной палаты состоялась встреча с руководителем администрации президента Джансухом Нанба, министром юстиции Анри Барциц, начальником пограничного отряда СГБ Рустамом Латиповым, заместителем начальника
начальника Государственной миграционной службы Эдуардом Гамисони. По итогам проведенных встреч члены Общественной палаты подготовят соответствующие рекомендации к проекту закона. Об этом сообщает пресс-служба Общественной палаты. Министерство экономики приступило к приему заявок на участие в программе поддержки малого и среднего предпринимательства. Прием документов и всевозможные консультации осуществляет Госинвестагентство. Заявку можно подать до 5 мая. Все детали у Алики Трапш. Министерство экономики в прошлом году впервые реализовало программу, направленную на поддержку малого и среднего предпринимательства. На эти цели из республиканского бюджета было выделено 50 миллионов рублей. Поддержку оказали 48 предпринимателям малого и среднего бизнеса разных отраслей. Что мы считаем и понимаем сегодня под малым и средним предпринимательством? Это любые предприятия, у которых оборот до 20 миллионов рублей в год. Ну, к нам не только малые предприятия, естественно, микробизнес даже больше обращается. В каких отраслях? Это отрасль туризм, пищевое производство, легкая промышленность, общественное питание и ремесло и народный промысел. Самое приоритетное для поддержки сельчан, где больше используется ручного труда, это, конечно, ремесло и народный промысел. Все 48 были вовремя профинансированы, все отчитались уже нам, приобрели заявленное оборудование, некоторые уже даже ввелись в эксплуатацию. На начало второго полугодия 2023 года мы будем докладывать Министерству экономики о вводе в эксплуатацию каждого объекта. Это будут и видеоотчеты, документарную проверку они все прошли, и да, будут видеорепортажи тоже, мы будем освещать все эти предприятия. В этом году Министерство экономики продолжает реализацию программы поддержки малого и среднего бизнеса. Лимит финансирования составляет также 50 миллионов рублей. На каждый проект выделяется сумма не более 3 миллионов рублей. Стоит отметить, что деньги возвращать не надо. Да, в чем суть программы? В том, что финансирует государство часть затрат на оборудование. Эти средства, которые предоставляются в виде господдержки, они невозвратные. Это не кредитные средства, это субсидирование. Но тут в чем принцип? То, что софинансируется проект. Если нужно оборудование на сумму, допустим, 300 тысяч, то 80% безвозвратно субсидирует, поддерживает государство. С 18 апреля до 5 мая Государственное инвестиционное агентство осуществляет прием заявок от лиц, претендующих на участие в программе. Субсидии оказываются непосредственно на приобретение специального оборудования. Для этого предприниматель должен принести резюме либо технико-экономическое обоснование в Госинвестагентство. После комиссия отберет проекты для софинансирования. Алика Трапш, Михаил Братухин, Абхазское телевидение. За многолетнюю трудовую деятельность, заслуги в обучении и воспитании подрастающего поколения, активное участие в общественно-политической жизни Абхазии преподаватель русского языка и литературы Чловской средней школы имени Шинкуба Джульетта Хватладзе награждена орденом Махизапша 3-й степени. Соответствующий указ подписал президент Аслан Джани. Международный образовательно-туристический форум «Горизонты-2023» продолжает работу. Второй день форума насыщен обучением. Мастер-классы и лектории для студентов Сухумского государственного колледжа и для школьников Гудауты и Ачамчиры проведут эксперты туристической сферы. Асида Малия расскажет подробнее. Думать как турист, пожалуй, самая популярная и эффективная уловка представителей сферы туристического сервиса. Ведь несмотря на то, что гостеприимство у абхазов в крови, есть современные тенденции и условия развития туризма. Поэтому необходимо двигаться в ногу со временем. Международный образовательно-туристический форум «Горизонты-2023» – значимый шаг в этом направлении. У нас какое предприятие не возьми, оно прямо либо косвенно сотрудничает с туристическими сегментами. К нам приезжают люди, мы их ждем, мы готовимся, мы хотим их принимать. Не зря Абхазия – страна души, да, мы здесь рады всех видеть. Мы хотим, чтобы наши студенты на начальном этапе уже знали, как к этому подходить и оказывали соответствующие услуги. Качество сейчас это является тем самым фактором, который способен вывести данную отрасль на принципиально новый уровень. Чтобы работа стала делом мечты, нужно хорошо учиться, трудиться
и применять знания и навыки. А мастер-класс о перспективных аспектах качества услуг гостиничного предприятия и направления их совершенствования дополнит знания, которыми должен владеть работник этой области. Даже в узкой специализации необходимо широко ориентироваться. К примеру, знать о самых популярных видах отдыха в Абхазии и разбираться, от чего может зависеть успех курортного сезона. Если в 2019 году было их 142 тысячи, более 142 тысяч, то пандемия оказала негативный эффект. Данный показатель снизился до 78 тысяч. Это вот верхние цифры, предпоследний столбец. И в 2021 году, после отмены всех вот этих ограничений, после обострения геополитической ситуации, это число существенно выросло. Участники мастер-класса – студенты Сухумского государственного колледжа. Учебное заведение, которому в этом году исполнится 120 лет, готовит специалистов по 8 направлениям, в их числе и гостиничный сервис. Вместе с тем здесь проводят трехмесячные курсы по подготовке экскурсоводов. За 7 лет колледж выпустил до 1000 профессиональных гидов. Много у нас было встреч. Вчера была вот встреча с Арифой Каббас, с вашим сотрудником, а также по совместительству. Она много передач провела по Старому Сухуму. Мы просто были очень рады и воодушевлены. Такие мы окрыленные. Честно говоря, такие встречи нам необходимы. Также мы встречаемся со старыми экскурсоводами, я имею в виду с большим опытом, с советским опытом. Это Ляля Векуа, которая работала в Краеведческом музее, Тая Георгиевна Алания, супруга Анзора Гумава, которая сегодня работает в Краеведческом музее. Студенты с интересом слушали своего преподавателя, и непременно новые знания станут еще одним кирпичиком формирующейся личности специалиста. Вообще я с самого детства, у меня была такая мечта иметь свое гостиничное дело, гостиничный сервис. Но самое главное – это честность и добросовестность, главное – воспитанность человека, чтобы он мог себя повести достойно в любой ситуации, как директор, к примеру, к своим сотрудникам. Работа колледжа устроена таким образом, что студенты специальной дисциплины гостиничного сервиса не засиживаются в 4 стенах. Чтобы заинтересовать и донести знания, преподаватели, согласно плану, организуют практическую работу. Мы ездили на Иверскую гору, также на Псырцха, там нам проводили экскурсии ведущие экскурсоводы Абхазии. Также сегодня ожидается встреча с Белой Руслановной Джинджоли, одной из таких ведущих экскурсоводов Абхазии. Мы очень этому рады. Основная идея образовательно-туристического форума – использовать потенциал интерната в Абхазии и возродить такое движение, как обмен школьниками. Инициатива эта принадлежит Россотрудничеству в Абхазии. Таким образом, мастер-классы и профориентационные лектории в рамках 2-го дня форума проведут для школьников Гудауты и Ачамчиры. Поговорят о влиянии позитивного имиджа на развитие туризма, о том, как не ошибиться при выборе профессии, а также расскажут о возможности нашей республики для развития молодежного туризма. А 28 апреля, в день завершения работы форума, профориентационные лектории для школьников Гагры проведет министр туризма Теймураз Хишба. Асида Малия, Рамо Камки, Абхазское телевидение. И в завершении выпуска традиционно о погоде. По сообщению Гидромедцентра, в пятницу 28 апреля на территории Абхазии ожидается переменная облачность. До второй половины дня местами возможен небольшой дождь. Ближе к вечеру местами гроза, туман. Температура воздуха ночью плюс 10-15, днем 16-21. Температура морской воды плюс 12. На этом наш выпуск завершен. Всего доброго и до встречи в эфире.